Очередной выпуск детских новостей. В эфире работаем мы, Александр Горохов и Валерия Антонова. Здравствуйте. Зумеры, бумеры, миллениалы, иксы и альфы. Думаю, многие слышали эти слова, но не все понимают их значение. Каждое поколение людей имеет уникальные характеристики, ценности и убеждения. Никита Павлов разобрался в теме теории поколений. Теорию поколений разработали ученые Нейл Хоу и Уильям Штраус. Ее опубликовали в 1991 году. Исследователи проанализировали историю с 16 века до наших дней и пришли к выводу, что общество развивается циклично, а люди, появившиеся на свет в определенный период, имеют подобный тип мышления и схожие ценности. Итак, разберем некоторые из них. Молчаливое поколение. К нему относятся люди, родившиеся с 1925 года по 1944 годы. Родившиеся в этот отрезок времени люди редко высказывают свои взгляды и идеи за пределами семьи. Такому поведению способствовали Вторая мировая война, цензура и доносы. Дети старались вести себя тихо и не выпячивать свое «я», так как это поколение и получило название «молчаливое поколение». Основные черты молчаливого поколения – терпеливость, умение самозабвенно погружаться в работу, бережливость, экономность. Они трепетно соблюдают закон и следуют установленным в обществе нормам. Бэби-бумеры родились с 1944 по 1967 год. В послевоенные годы рождаемость возросла. Это и послужило названием для этого поколения. Характер бумеров формировался на волне победы в войне, запуска спутника в космос и полета Гагарина, высоких достижений в медицине и образовании. Особенности и характерные черты бэби-бумеров – оптимизм, решительность, патриотизм, желание преуспеть в карьере и личностном росте, раннее создание семьи, интерес к спорту, крепкие дружеские отношения. Представители бумеров предпочитают получать информацию из газет и телевидения. Поколение X. К ним принадлежат люди, родившиеся в 1967-1984 годах. Иксов еще называют потерянным поколением. А все потому, что тогда дети росли в некой информационной замороженности. Особенности и характерные черты иксов – адаптивность, устойчивость взглядов, техническая грамотность. Миллениалы или поколение Y. Эти люди родились с 1984 по 2000 годы. Название поколения произошло от латинского «millennium», так как его представители родились на стыке тысячелетий. В России их сегодня наибольшее число. Миллениалов сформировали не только распад Советского Союза, но и широкое распространение товаров из-за рубежа, мобильные телефоны, интернет и компьютерные игры. Особенности и характерные черты миллениалов свободно выражаются. Именно на это поколение выпал рассвет субкультур. Они полагаются на себя, легко воспринимают новое. Зелениалы. Они выросли в период перехода от аналогового мира к цифровому. Технологии играют значительную роль в их жизни. Зелениалов волнуют мировые проблемы, связанные с экологией и дискриминацией. Они желают быстро самореализоваться. Зумеры или поколение Z. Сюда относят людей, родившихся с 2000 по 2011 годы. Родившиеся в 2000-х не представляют, как выглядел мир без цифровых технологий и интернета. Название поколения произошло от английского глагола zoom – увеличивать, приближать, так как эту функцию в гаджетах они знают практически с рождения. Технологии – это часть их жизни. Особенности и характерные черты зумеров. Адаптивность, активное применение интернета, ранние заработки, толерантность, частые депрессии, плохая концентрация и мультизадачность. Поколение альфа – это дети, родившиеся с 2011 года. Альфа с детства погружены в цифровой мир. С ранних лет они активно играют в игры на смартфонах и планшетах. Родители редко проявляют к ним агрессию, в связи с чем этому поколению свойственно повышенное чувство собственного достоинства. Они зачастую общаются со старшими на равных. Особенности и характерные черты – практичность, высокая адаптивность, настойчивость, резкие перемены настроения, неограниченный доступ к благам, проблемы с памятью и концентрацией внимания. Они росли в разнообразии гаджетов, игрушек и одежды, поэтому быстро утрачивают интерес к чему-либо. Им важно понимать, как те или иные знания можно применить в жизни. Поколение А больше подковано в психологии. Дети знают, как воздействовать на своих родителей и задумываются о некоторых вещах в гораздо более раннем возрасте, чем их предшественники. В Музее истории и культуры имени Емельяна Ярославского открылась выставка «От Якутии до звезд», посвященная Дню космонавтики. Здесь представлены макеты кораблей, сделанные детьми, раритетные значки с советскими летчиками-космонавтами, красочная тематическая фотозона. Также на выставке была представлена кукла Кандыкан. Дарья Бутенко подробнее. На выставке представлена куколка Кандыкан, которая побывала на международной станции и еще слетала в космос вместе с космонавтами. Сейчас я хочу поговорить с автором проекта и потомком самой Кандыкан.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела бы задать вам вопрос. Хотели бы вы прославить своего предка? Да, очень хороший вопрос, и ответ, конечно, да, потому что проект для этого и создан, чтобы Кындыкан, о ней узнал весь мир. Но это не в плане того, что именно моя семейная история, вот лично, что это моя прабабушка, да, а здесь Кындыкан сейчас это история, которая объединяет, которая вот именно благодаря неравнодушию многих, а не только моим только усилиям, да, потому что у нас команда Кындыкан это очень большая, и мы делаем все, чтобы Кындыкан стала таким этническим символом, узнаваемым в мире, как, например, Мулан, как Покахонтус, как Маугли, который тоже джунгли, например, юг открывает, да, как Моана. Вот. И чтобы Кындыкан стала северным символом. Вот. А зачем? Потому что тогда, вот, например, твои дети и дети твоих детей, да, смогут тоже вот через этот символ знать вот культуру наших предков, да. Вот. В Якутии живет очень много народов, да, коренных, и у нас предки на национальности не делятся, да, это у нас для всех общая такая история и память, да, которую мы обязаны все-таки передать нашим потомкам. Вот. И мы очень благодарны Роскосмосу, да, всем отряду российских космонавтов за поддержку нашей идеи, инициативы, потому что ровно год назад, 12 апреля 2024 года, дети, которые занимаются в Академии Кындыкан, в танцевальной академии Кындыкан, обратились с посланием, записали видеоприветствие для наших российских космонавтов о том, что они хотели бы, чтобы Кындыкан, который для них является тотемом, да, потому что этот ансамбль несет имя Кындыкан, участвует во многих соревнованиях, приносит победы, вот, и чтобы она слетала как бы в космос. Да, вот, и российские космонавты нас услышали, и уже 1 июня в День защиты детей Кындыкан поднялась на Международную космическую станцию, и где потом уже пробыла 115 суток с отрядом космонавтов. Давайте узнаем у детей, что им больше всего запомнилось. Что тебе больше всего запомнилось на выставке? Кукла. Расскажи немножко о куколке. Что ты узнала? То, что кукла летала в космос с настоящими космонавтами. Мне запомнилась девочка Кындыкан, как она была в космосе. А тебе? Мне запомнилось больше всего, как мы делали ракеты и делали поделки. Мультики любят смотреть все дети, даже некоторые взрослые. А в нашей стране есть специальный день – День российской анимации. С момента экранизации первого мультика в России прошло целых 113 лет, а сегодня прикоснуться к созданию мультфильма можно уже с малых лет. Наташа Колосова побывала в IT-кубе и узнала, чему там могут научиться дети. Первый показ анимационного фильма прошел в России в апреле 1912 года. Кинокартина «Прекрасная Люканида» или «Война между Рогачей и Усачей» стала уникальным явлением, но люди не сразу поверили, что это анимационные куклы. Чем вы сейчас занимаетесь и что делаете? Нас учитель дал задание сделать задание по фокусированию, и моя подруга сейчас делает это задание. А сколько вы уже обучаетесь делать модельки и все такое? Уже 2 года. Я начала делать все с прошлого года, и мы научились делать много чего. Чему вы научились за обучение этого времени? Мы научились делать фигурки, делать здания и там много чего, там скачиваний. Мне нравится идти с моими одноклассниками в IT-клуб. Он на само увлечение этим очень сильно расслабляет и очень сильно нравится. В Якутске открылась выставка, посвященная птицам. О том, как птицы научились летать, знает Диана Сивцева. Как рептилии, рожденные ползать, научились летать. Об этом мы узнаем на выставке «Птичьи наряды». Давайте поговорим с автором выставки. Какие экспонаты тут есть? Так, вы можете у нас, конечно, увидеть чучела разных птиц с очень красивыми эффектными перьями. Вот, фотографии птиц, которые сняты мной на территории музея и за пределами около территории музея, да? Вот, а также вы можете ознакомиться о том, как рептилии процессы эволюции превратились в сегодняшних птиц. Да, вот говорят, что динозавры вымерли, на самом деле это не совсем верно. Вот, какая-то группа, она стала птицами. Вот, но таких попыток у них было много. Вот, несколько раз они пытались, и некоторые эволюционные ветки оказались тупиковыми. В итоге
маленькие хищные динозавры, которые жили в конце мелового периода, они постепенно начали покрываться перьями, и вероятно это объяснялось тем, что они сперва стали теплокровными, да, и потом они стали летающими животными. Здесь, если мы посмотрим вот кость лебедя, да, вот крыла, здесь мы можем прочувствовать бугорки. Вот эти бугорки рассказывают о том, что здесь соединяются большие сильные перья. Вот. То же самое палеонтологи нашли у древних динозавров. Вот. Тем самым вот эта часть сохранилась вот у нас, потому что все перья у нас имеют перья. Выставка приурочена к Международному дню птиц. Какие еще мероприятия были проведены? В школах, в детских садах проводятся эко-уроки, эко-занятия. Мы готовим презентации, отправляем через наших госинспекторов, и они очень интересно рассказывают про птиц Якутии, про зимующих птиц, как правильно кормушки делать, как правильно кормить. В спортивном комплексе «Мадун» прошли соревнования по национальным видам спорта для воспитанников детских садов города Якутска. Борьба за золотые медали велась в 4 дисциплинах – хабылык, хамыска, прыжках куабах и прыжках через нарты. Право участвовать в городских соревнованиях получили только самые сильные команды, прошедшие отбор. Алеша Синкинеев подробнее. Спорт любят не только взрослые, но и дети. Для детских садов Якутска проводятся соревнования. Участники состязаются в национальных видах спорта. В каких соревнованиях ты сегодня принимал участие? Кубок, прыжки, 3 прыжка. Ты занимаешься спортом только в детском саде или дома тоже? Дома тоже. Любят ли ваши мальчики и девочки соревноваться в таких видах спорта? Да, они очень любят и играть. Это же настольные игры. Это больше и игра, и спорт. Поэтому они очень любят. Эти темы показались нам самыми интересными для выпуска детских новостей этой недели. Следите за нашими эфирами и будьте в курсе событий. До встречи в эфире!